Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі суспільного програма «Тема дня Крим». Сьогодні для вас проведу я, ведуча Лариса Волошина. Кількість політв'язнів, зниклих, загиблих людей за період окупації Криму тепер можна буде відслідковувати в реальному часі. Кримсько-татарський ресурсний центр на своєму сайті опублікував інтерактивні діаграми, які в постійному режимі відображають інформацію про порушення Росією прав людини на окупованому півострові. Додаток в онлайн-режимі презентували сьогодні електронна база людей, що постраждали від окупації в Криму. На постійній основі буде доступна на сайті Кримсько-татарського ресурсного центру 4 мовами. Якою є мета створення такого додатку? Та як інформація про порушення прав людини допоможе становищу кримчан, що знаходяться в окупації? Про все це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Баріїв. Вітаю вас, пане Ескандере. Добрий вечір. Ну, перше питання. В чому була потреба зробити саме інтерактивну карту, інтерактивну мапу порушень і відслідковувати її в реальному часі? Ну, на самом деле, очень много идет разговоров различных о том, что есть одни списки, есть другие списки, о том, что четко ли фиксируются именно те люди, которые относятся к категории политзаключенных, или категории пропавших без вести, или категориям погибших. Наша организация изначально занималась этим вопросом, и мы пытались всегда систематизировать, готовить информационные различные буклеты, для того, чтобы эти буклеты были доступны для, скажем, тех компетентных организаций, международных организаций, политиков, чтобы они им были доступны. В процессе мы видим следующие, скажем, процессы. Дело в том, что возьмите даже вот последние события, это апрельский обмен, декабрьский обмен, когда в этом обмене не участвовали или не были обменены политзаключенные, именно связанные с Крымом. Кроме того, были такие моменты, когда разнились и по сегодняшний день разнятся списки, когда в чьих-то списках кто-то утерян, о ком-то забыли или кого-то не включили. Поэтому мы со своей стороны, во-первых, начали анализировать, как можно систематизировать эти списки. И мы начали проводить такую классификацию. Мы, в соответствии с нашей классификацией, мы разработали 3 основные категории. Это политзаключенные, преследуемые оккупационной властью, именно по уголовным делам за период оккупации Крыма. Вторая категория – это погибшие за период оккупации. И третья категория – это категории жертвы насильственных исчезновений за период оккупации. Вот вернемся к первой категории. Понятно, что за уже 6 лет оккупации и за этот период уже появились разные категории. То есть одни политзаключенные или преследуемые, которые находятся в СИЗО, и в отношении которых происходит систематическое продление их пребывания в СИЗО. Другой компонент – это те, которые имеют ограничения и испытательный срок. Это те, которые осуждены и, соответственно, находятся под домашним арестом. Либо те, которые освободились, но по сегодняшний день у них ограничена свобода, и они еще будут находиться до 8 лет под административным надзором. Следующая категория – это те люди, которые непосредственно уже осуждены. Они находятся в колониях. И эти люди в основном находятся на территории Российской Федерации. Но и нельзя не сказать в данной категории о тех людях, которые освобождены. Освобождены, как Олег Сенцов, к примеру, как Ахтем Чийгоз, к примеру. Это та категория людей, которая либо была по обмену, оказалась на свободе, либо по истечению определенных сроков. Ну и, конечно же, мы должны об этих людях помнить, знать, и они приравниваются, я бы их приравнял бы к диссидентам, вот как мы по сегодняшний день уважительно относимся к диссидентам коммунистического режима, так и бывшие политзаключенные бывшими не бывают.
Они на свободе, слава богу, они выжили, слава богу, они продолжают борьбу, и поэтому мы о них должны постоянно помнить и их отмечать. Ну и, конечно же, тот компонент, который называется преследуемые. Преследуемые именно по уголовным делам. Это те люди, в отношении которых проведены суды, в отношении которых открыты уголовные производства, в отношении которых Российская Федерация объявила в розыск как на территории Российской Федерации оккупированного Крыма, так и международный розыск. Поэтому, соответственно, и дальше уже появилась идея создать такую диаграмму, и в этой диаграмме в том числе обозначить, какое количество из каждого компонента, из общего числа, какое количество крымских татар. Поэтому мы сегодня и презентовали, что вот, возвращаясь вот к этой категории, политзаключенные и преследуемые оккупационной властью, каждый желающий может зайти, и, соответственно, эти диаграммы, они рабочие, как вы сказали. И на каждый из этих компонентов можно нажать, и, соответственно, выйдет список, который можно будет всегда перепроверить. И таким образом каждый, и родственники политзаключенных, и, скажем, различные ведомства, в частности, к нам неоднократно обращались, чтобы мы предоставили списки, предоставили информацию о политических заключенных. И, соответственно, мы это делали. Мы подавали в Министерство по временно оккупированным территориям, мы подавали в прокуратуру, подавали в другие ведомства, которые в том числе работают со списками. И хочется, чтобы они были систематизированы, и для того, чтобы мы все-таки подошли к одному, что у всех одинаковые списки. И кроме того, особенно компонент преследуемые, вот здесь это один, наверное, из самых динамичных. Причем все эти компоненты, они динамичные, потому что в отношении кого-то вынесли, допустим, приговор, и, соответственно, из компонента СИЗО они переходят в компонент колонии. Или, например, кого-то освободили. Поэтому мы системно это все отслеживаем, и системно это будет своевременно обновляться. И, соответственно, мы всегда будем видеть те абсолютные цифры, во-первых. Во-вторых, мы будем видеть тот процент, скажем, по отношению ко всем, процент освобожденных и осужденных или находящихся непосредственно в застенках ФСБ. А в застенках ФСБ у нас показывают четко два компонента. Это осужденные и отбывают наказание в колонии. И второй компонент – это те люди, которые непосредственно находятся в СИЗО. Это непосредственно находятся в тюрьмах. Следующая категория – это погибшие за период оккупации. На самом деле всегда возникал вопрос, да, а как и почему мы считаем, что тот или иной человек, он погиб, и он является жертвой оккупации. И действительно, мы когда анализировали, у нас возникла эта идея именно классифицировать только потому, что, к примеру, произошли события в Керчи. И когда там погибло порядка 29 человек. Вот к какой категории мы могли бы их отнести? Но они пострадавшие в результате террористического акта, который произошел уже в оккупированном Крыму, а Крым до оккупации Крыма, до оккупации он просто не знал вообще, что такое террористические акты. И поэтому здесь мы и разбили, что жертвы политических репрессий, куда можно смело отнести Ришата Аметова, который именно по политическим мотивам был убит, жертвы расовой дискриминации, например, туда мы отнесли Иванюка и ряд еще людей именно по национальному признаку. А дальше жертвы террора, как я уже сказал, это керченские события, это ряд других событий, в том числе и убийства в упор украинских военнослужащих, мы отнесли именно к жертвам террора, а не политическим, потому что они выполняли свой долг, и российские оккупанты, зеленые человечки, как террористы, проникли на базу, в военные базы или штабы украинские и непосредственно убили тех людей, которые находились на месте работы. Ну и, конечно же, жертвы полицейского произвола – это тоже очень важный компонент, потому что в прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда 4 человека по официальным данным, опять же, оккупационных служб, 4 человека якобы наложили на себя руки. Кто-то там повесился, кто-то себе горло перерезал и так далее. Це мається на увазі в СІЗО, в місцях позбавлення волі.
И поэтому мы очень долго думали, куда их отнести. Можно ли их отнести к погибшим за период оккупации, к жертвам оккупации, или не стоит. Потому что они не являются политическими, но, с другой стороны, это обычные граждане Украины, которые оказались в СИЗО, в оккупационном СИЗО, и, соответственно, им не обеспечили безопасность. И, соответственно, а может быть, это как раз-таки были и пытки со стороны оккупационной полиции. Мы этого не знаем, мы не можем утверждать, но то, что в заведениях, которые подконтрольны полиции, подконтрольны правоохранительным так называемым органам, происходит убийство, мы можем однозначно относить их к компоненту жертвы полицейского произвола. Ну и следующая категория – это категория насильственных исчезновений. Вот здесь, опять же, мы разделили только на два компонента. Первый компонент связан с тем, те, которые насильственно исчезли, и они были ли объявлены оккупационными правоохранительными органами в розыск, проводились ли какие-то следственные мероприятия, и та категория, по которым не проводилась. И, соответственно, мы четко можем уже видеть картину, что по определенным людям российские оккупационные правоохранительные органы проводили, а по некоторым абсолютно даже и не предпринимали никаких действий. Для чего это нужно? Ну, во-первых, чтобы это все наконец систематизировалось, чтобы не были разные цифры у омбудсмена или там, допустим, даже вот были реальные случаи, когда заявлялось, там, допустим, омбудсменом о том, что 86 политических заключенных. Хотя 86 крымских татар причем. Даже на тот момент 86 крымских татар просто не было, их было 66. Или там, допустим, когда мы говорим около 120, там, допустим, заявление МИД, да, совсем недавно было, около 120 политических заключенных. Понятно, что здесь была речь обо всех, и о тех, кто находится в СИЗО, и о тех, кто находится в колониях, и о тех, кто находится под домашним арестом. Но если мы говорим об обмене, то я не думаю, что родственники тех преследуемых и политзаключенных, которые находятся под домашним арестом, захотят, чтобы их обменивали и чтобы их перевозили на территорию материковой Украины, в частности в Киев, где нет жилья, где неизвестно, в каких условиях они будут жить и так далее. Речь должна идти непосредственно о тех, кто находится непосредственно в колониях и кто находится непосредственно в СИЗО. Это те люди, которые находятся непосредственно за стенках ФСБ. И мы должны знать, и мы должны четко дифференцировать. И, соответственно, мы будем четко видеть картину, мы будем четко прогнозировать, мы будем четко обозначать, что, как и каким образом мы должны действовать. И поэтому еще очень важно, почему мы сделали вот такую живую, скажем, диаграмму, с которой можно системно работать. Каждый родственник, сам политзаключенный, скажем, представители государственных органов могут нажать, посмотреть, сравнить. Если кого-то они у нас не увидят, они могут нам прислать или нам сообщить. Тобто, в принципі, це дає можливість людям заявити про себе, тим, хто, умовно, загубився, випав з поля зору правозахисників. Скандере, ви говорили про різну кількість, різні статистики. І отут виникає питання про те, яка статистика має бути офіційною, тому що ви вже згадали про те, що навіть дані МЗС, які дає МЗС, вони викликають сумнів у тих же самих правозахисників. А дані правозахисників, правозахисних організацій дуже сильно різняться одна між одною. У мене питання, ви узгоджували статистику, ті дані, які ви давали в цій інтераграмі з іншими правозахисними організаціями, чи погодилися вони, що так можна вважати вашу мапу, вважати її єдиновірною і вже брати її за взірець? Смотрите, мы не претендуем на то, что именно наши списки, они являются идеальными и они являются абсолютно верными. Но вся проблема в том, что каждая правозащитная организация может по-своему рассматривать тех или иных людей и относить к политзаключенным.
В нашем случае, в украинском случае, вся проблема в том, что у нас нет закона о политических заключенных и нет четкого понятия, нет четкой дефиниции, кого мы можем относить к политическим заключенным. Поэтому, к примеру, у нас есть, допустим, разные взгляды на некоторых политзаключенных. Как, к примеру, Долгополов и его сожительница. Допустим, некоторые правозащитные организации, где мы абсолютно не спорим, вот наша позиция такова, они не относят их к политзаключенным, Долгополова и его сожительницу, только потому, что Долгополов был украинским военнослужащим и стал служить в российских вооруженных силах, скажем так. Мы же почему относим к политическим заключенным? Потому что Долгополов и его сожительница в первую очередь являются гражданами Украины. Это первое. Второе, мы не знаем абсолютно и не наша компетенция, почему они стали работать, перешли на службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Это не наша компетенция. Но то, что Российская Федерация в отношении Долгополова и его сожительницы, которая, в принципе, не имела отношения прямого к этому, обвинили в шпионаже, а шпионаж это уже политическая статья. И наша позиция такова. Давайте мы будем бороться за нашего гражданина Украины. Мы его должны освободить, но наши компетентные органы украинские уже должны определить его степень. Если он действительно является предателем Родины, он перешел на службу к вражеским вооруженным силам, то, соответственно, украинскими законами, в рамках украинского законодательства, мы должны в отношении них провести, не мы, а компетентные органы, и принять решение украинские суды. Поэтому вот здесь вот есть некая разница. Кроме того, вот мы то, что говорили, да, вот по спискам, когда могут увидеть, мы реально столкнулись с такой проблемой. Когда Минасов Эмиль, он в одно время у многих был в списках, потом он выпал. Через некоторое время, дело в том, что у него была там одна статья за то, что он его, как политически, за то, что он участвовал там в каких-то публичных акциях. А потом произошел случай, когда опять же по политическим мотивам у него произошла драка, в результате которой был смертный случай. В итоге он оказался в колонии уже осужденным, но у него нету ни адвокатов, никого. И он вышел на нас и сообщил нам, что он самостоятельно смог написать кассационную жалобу, находясь в тюрьме, и сократить свой срок на 8 месяцев. При этом он находится в тюрьме, и он надеется, что он находится в списках, ему даже пообещали. Но я не буду говорить из-за, скажем, этики, я не буду говорить о своих коллегах, которые пообещали ему, что он якобы находится в списках на обмен. Но узнав об этом, мы, конечно, в первую очередь сделали что? Мы, во всяком случае, сроки позволяли, мы быстренько подготовили жалобу в Европейский суд по правам человека. Дальше, конечно, должны быть процессы, и, конечно, об этом политзаключенным ми не повинні забувати, ми повинні працювати з ним. Іскандер, от ви згадали вже про цей казус, що людину запевняли, що він є в списках на обмін, а його там не було. Тобто, в принципі, але от щодо обміну, от нещодавно, буквально в інтерв'ю журналу «Тиждень» Ольга Решетілова, це одна з експерток Центру з прав людини, вона сказала, права людини в дії, вона сказала про те, що з появою Андрія Єрмака питання обміну абсолютно заключено, зациклене саме на ньому, що воно стало кулуарним, дуже втаємниченим. І що до інформації, кого подають, як ведуться перемовини, не мають навіть омбудсмен. От на ваш погляд, чи необхідно зробити все ж таки публічну інформацію про те, хто є в списках, щоб люди могли самі себе побачити, що вони принаймні хоч десь є, і що коли ці списки збираються, їх ім'я фігурують. І по-друге, що робити з цією втаємниченістю? Тому що позиція влади, і це позиція, до речі, і Російської Федерації, що будь-який розголос навколо тих, кого можуть обміняти, він якраз може стати причиною того, що обміни зриваються. Но на самом деле, на мой взгляд, конечно, сам процесс обмена, он непростой. И, соответственно, конечно же, не всегда хотят те или иные стороны, возможно,
светить или полностью раскрывать, потому что когда при переговорах есть две стороны, есть условия тех или других, и, соответственно, нужно получить определенный результат. И в первую очередь работают на результат. Я, конечно, относительно самого обмена, я считаю, что относительно декабрьского и апрельского обменов, там явно идет речь о том, что эти обмены идут в рамках нормандских договоренностей. И тут единственное, у меня важные посылы в чем? Первое. Во-первых, я думаю, Ермаку, как председателю, как руководителю офиса президента, кроме обмена политузниками, есть еще чем заниматься. И поэтому я считаю, что должна быть единица уполномоченного президента по вопросам политических заключенных или политических узников. И дело в том, что сколько бы консультативных советов не создавалось, это все такое вот нереально. Должно быть ответственное лицо, которое несет полностью ответственность. И, соответственно, с этого лица мы должны всегда уметь спросить, что происходит, почему, какая тактика, какая динамика, почему нет результата. Нет, значит, должен заниматься этим другой человек. И кроме того, у нас есть омбудсмен. Что касается самих процессов, то я думаю, что просто нужно честно хотя бы семьям политузников говорить о том, что в данном обмене не будет крымских политузников, потому что этот обмен происходит не в том формате, и это обмен пленными, а не политузниками. И вот тогда хотя бы будет честно, и люди тогда не будут обнадеживаться, потому что мы должны понимать психологическое состояние этих людей, их семей, самих политзаключенных. И другой вопрос, что когда мы можем рассчитывать, потому что, на мой взгляд, даже нет четкой стратегии по обмену, потому что когда мы можем рассчитывать на обмен, когда в этом в первую очередь будет заинтересована Российская Федерация. Вот сейчас произошел арест Шайтанова, и я думаю, что вот как раз-таки в контексте обмена Шайтанова, потому что Российская Федерация захочет его вернуть или заполучить, будет опять инициироваться новый формат. Вот здесь мы можем говорить об обмене крымских политзаключенных и максимально наполнить эти списки. С другой стороны, когда мы можем рассчитывать на обмены, я говорил и в вашей студии в том числе, это в рамках, допустим, решения Международного суда ООН, как это было по обмену моряков и обмену 35/35, и локомотивом были именно моряки, потому что было решение Международного трибунала по морскому праву. Или в рамках ЕСПЧ, если у нас будут какие-то решения. Или я вам скажу, что Российская Федерация будет инициировать, возможно, и обмен в обмен на подачу воды. Но я считаю, что это не решение вопросов, потому что мы не можем, скажем, стратегические цели государства обменивать на заложников, потому что заложниками могут быть новые и новые люди. Мы должны четко позиционировать для страны-оккупанта, что мы желаем свободу нашим гражданам, и мы, соответственно, будем или должны действовать, во всяком случае, симметричными методами и выявлять их агентуру и, соответственно, эту агентуру обменивать на наших політичних узників. Іскандер, ви згадали Міжнародний суд ООН. Буквально днями була така своєрідна річниця проміжного рішення суду ООН щодо расової дискримінації цієї конвенції. Там це рішення, я нагадаю, воно було прийнято 19 квітня 2017 року, і воно містило наказ для Російської Федерації припинити заборону Меджлісу і допустити лідерів Меджлісу, їх вільний рух в Крим і з Криму. Нічого цього не було виконано. І тут виникає питання, наскільки Росія взагалі буде зважати на рішення міжнародних судів, тому що ми з вами, коли ви згадали про попередній обмін, коли були звільнені моряки, українські військові моряки
через проміжне рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Росія ж вона ж заперечувала, що це звільнення відбулося як виконання наказу. А щодо наказу щодо Меджлісу, ми бачимо 3 роки ніякого руху, немає ніяких санкцій проти Російської Федерації за невиконання наказу. То чи не перебільшуєте ви значення міжнародних інституцій для Російської Федерації, для того, щоб вона приймала ті чи інші рішення? Абсолютно нет, это очень хороший вопрос, я вам благодарен за этот вопрос, потому что, смотрите, здесь можно этот вопрос рассматривать с позиции как Российской Федерации, так и с позиции Украины и международного сообщества. С позиции России. Однозначно, Россия в первую очередь пыталась показать, продемонстрировать гражданам России или жителям России о том, что Россия освобождала по схеме 35/35 не потому, что она исполняла решение Международного суда, Международного трибунала по морскому праву, а потому, что у них есть добрая воля, они гуманны и так далее, как это было всегда в советские времена. И поэтому они, в любом случае, проследите, что по срокам как раз-таки они все-таки подбивали это все. И именно к осеннему заседанию Международного трибунала они попытались вернуть и к суда, и, соответственно, к этому моменту были освобождены моряки. Что касается международного права или международного сообщества и Украины, то для нас важны решения международных судов для того, чтобы были такие веские, жесткие основания для продолжения санкций в отношении Российской Федерации, чего как раз-таки Россия и боится. И поэтому, если резолюции ООН, они носят рекомендательный характер, или резолюции там, Европейского парламента, то как раз-таки решения международных судов, они обязательны к исполнению. И не исполняя Российская Федерация таким образом продлевает сроки или способствует тому, что западный мир и другие страны могут продолжить или, может быть, усилить санкционную политику в отношении Российской Федерации, которая реально все-таки действует. И в связи с этим, конечно же, мы видим, какие манипуляции Россия проводит. И вспомните на Мюнхенском форуме, и там проводит различные действия, пытаясь изыскать любую возможность для того, чтобы Запад доверился России и все-таки начал снимать санкции, в том числе и используя ситуацию с коронавирусом. Но при этом, скажем, данные решения и данные основания, они всегда дают нам возможность апеллировать перед нашими западными партнерами, что в отношении России нужно продолжать санкционную политику, потому что Россия не изменилась в лучшую сторону, и что по сегодняшний день наши соотечественники находятся непосредственно в тюрьмах и в застенках ФСБ. И вот подобными решениями или подобным освобождением или обменом они будут пытаться смягчить санкции, они будут пытаться показать, что все-таки в отношении России необходимо, скажем, либо облегчать санкции, либо отменять. Поэтому это все-таки единственный правильный шаг, и с нашей стороны мы должны просто действовать системно, мы должны действовать грамотно, и мы должны системно напоминать. Поэтому в том числе данные диаграммы мы сделали на 4 языках. Во-первых, русский язык, он доступен многим. Во-вторых, украинский – это государственный, английский, само собой, и крымско-татарский, который понимают прекрасно и в Турции, и в странах тюркского мира. І це теж дає определенні серйозні посили. Ви згадали Мюнхенську зустріч. Я нагадаю, що був форум у Мюнхені безпековий, де виступав в тому числі і президент України Володимир Зеленський. І там в рамках вже висновків цієї конференції з'явився дуже дивний доклад інтелектуалів, де пропонувалося піти на поступки Російській Федерації. От, пане Ескандере, от сьогодні буквально з'явилося на Deutsche Welle і «Голос Америки» повідомив про проміжний доклад, про доклад так званої брюссельської експертної групи
ця експертна група, вона була створена в 95-му році на гроші Сороса, там близько 10 урядів, 10 європейських країн, як говорить «Голос Америки», від України цю групу спонсорує експертів, спонсорує фонд Володимира Пінчука, і от Віктора Пінчука. І от там сьогодні от буквально є певні пропозиції для західних країн, як прибрати, як вона називається, криза в Європі, тобто українську кризу. Вони пропонують зняття санкцій, вони пропонують співпрацю з Російською Федерацією по попередженню коронавірусу. Тобто, в принципі, ідея така, що якщо не виходить тиснути через санкції, то давайте знімемо їх і спробуємо тиснути от таким от любов'ю на агресора. Але я би насправді навіть не говорила про це в нашій з вами бесіді, але буквально 21 лютого була ще одна експертна рада, яка теж зібралася серед поважних експертів, і вони дали в своїх рекомендаціях, їх рекомендації стосувалися не тільки окупованого Донбасу і миру на Донбасі, але вони говорили в тому числі і зробили заяву щодо Криму. І от з того, що вони пропонували по Криму, як добитися миру, вони говорять про те, що необхідно почати організовувати новий референдум під егідою ООН і ОБСЄ по півострову. Ба більше вони пропонують, щоб Росія провела денуклеаризацію Криму, тобто вивела звідти ядерне озброєння, а Україна за це дала їм воду і електрику. Вам не здається, що те, що зараз відбувається в світі навколо цих експертних заяв, цих рад, де приймають участь фахівці, знані в світі політики, і все це спрямовано на те, що Донбас повернути, Крим забути, провести повторний референдум, що насправді ситуація більш загрозлива щодо прав людини в окупованому Криму, ніж нам з вами здається, тому що Росія працює на міжнародній арені для того, щоб легалізувати анексію, а українське керівництво, українська влада не дуже реагує на такі експертні ради. Знаете, почему у нас это все происходит? Знаете, почему мы удивляемся постоянно вот подобным таким действиям? Да потому что если бы у нашего государства была бы четкая стратегия деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, в частности Крыма, Автономной Республики Крым и Севастополь, то мы четко бы понимали бы, что может предпринимать Российская Федерация. Ведь мы на самом деле имеем дело с достаточно ресурсной и достаточно опытной страной в плане вербовки людей, в плане разведки, контрразведки и так далее. Мы реально понимаем, что у России достаточно сильное лобби, и они вкладывают огромные ресурсы в информационную политику, и мы об этом знаем. Мы знаем о том, что Российская Федерация в том числе скажем, ведет серьезную работу и в экспертной среде, когда там появляются их агенты, соответственно, которые формулируют ту позицию, которая выгодна России. И поэтому понятно, что даже в тех, скажем, экспертных группах, в которых мы можем не догадываться, что могут быть там сильное пророссийское лобби, мы можем получать определенные лоббистские действия. И вспомните даже, опять же, Мюнхенский форум, когда появлялись некие рекомендации, которые абсолютно не в интересах Украины. И эти все действия, понятно, что они продуманы, они действуют. И вот здесь как раз должна быть наша государственная политика, которой нет. Не должно это все только опираться на плечи общественников, которые сами пытаются найти ресурсы и сами пытаются информировать международное сообщество, создавая различные программы, различные кампании, как Liberate Crimea, как Let My People Go и так далее, и Крым, Украина. И поэтому вот здесь вся проблема существует, наверное, в первую очередь в самом украинском государстве, где мы должны четко предусматривать все эти позиции. Понятно, Российская Федерация, вспомните в том фильме, Владимир Путин что сказал? Мы играем в длинное. И когда он говорил, что мы играем в длинное, он четко осознавал и давал отчет своим словам, что со временем они сделают все или используют любую ситуацию для того, чтобы западный мир, тот,
который сегодня является нашим основным союзником, рано или поздно согласится с той или иной ситуацией или найдут какую-то, будут искать любую компромиссную, так называемую компромисс, но, опять же, в интересах или на условиях России. Нам это невыгодно. И поэтому мы должны четко и жестко понимать, к чему мы движемся, что мы можем ожидать и какая с нашей стороны должна быть реакция, и, соответственно, под это искать, в том числе и финансирование. Дякую, пане Іскандере. З нами на зв'язку був Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру, який, я нагадаю, розмістив на своїх сторінках інтерактивну мапу порушень прав людини в окупованому Криму, до складання якої, до доповнення якої інформацію може долучитися будь-який мешканець окупованого півострова, надати інформацію і допомогти правозахисникам продемонструвати світу реальні масштаби, реальні наслідки окупації півострова. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. В студії для вас цю програму провела ведуча Лариса Волошина. І я ще раз нагадую вам, для того, щоб ви завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку в Фейсбуці, читайте сайт Суспільного і не забувайте дотримуватися карантину і берегти себе і своїх близьких. На все добре.